25 июня 2020 года зарегистрировано 3963 подтвержденных случаев. За сутки новой коронавирусной инфекции, за сутки в республике выявлено 72 новых случаев с ковид. В том числе город Якутск 60, Амгинский район 1, Верхоянский 1, Лемский 1, Мегино-Кангаласский 3, Нерюнгринский 4 и Татинский 2. Но я традиционно остановлюсь на той ситуации, которая у нас складывается с точки зрения, значит, раскладки по улусам по распространению вируса. Если еще даже где-то, наверное, 1,5 месяца назад, или даже можно говорить месяц назад, можно было говорить о том, что все-таки такого большого распространения вируса в районы нет, то сегодня нужно сказать, что он постепенно переходит в том числе и в районы нашей республики. Но это связано с нормальными элементами, в общем-то, летней миграции населения и, соответственно, значит, соответствующими, и поэтому и адекватные действия были со стороны республики для того, чтобы разрешать эту ситуацию и смягчать миграцию как таковую внутреннюю летнюю. На что хочу я обратить внимание? Я бы хотела обратить внимание, что вот у нас определенно, очень хочется этого желать. Вы знаете, что у нас, например, под большим вопросом всегда находился Намский улус, но вот сегодня они первый день не дали ни одного подтвержденного случая, и для нас это какое-то такое вот определенного рода такое спокойствие. Нет ни одного подтвержденного случая сегодня в Сундарском, Мирнинском, Хангаласском и Альмеконском улусах и в Вилюйском улусе. Я прошу прощения, я, наверное, называла Вилюйский улус как еще и почему, потому что сегодня для Вилюйского улуса характерно несколько групп очагов, которые достаточно успешно, в общем-то, наши вилюйчане непосредственно, значит, локализуют и успели его локализовать перед достаточно большими событиями, которые начались у нас в республике. Значит, в любом случае, само по себе тестирование как носило, так и будет носить превентивный характер. На что еще я хочу обратить внимание из районов. К сожалению, у нас постепенно начали появляться определенного рода уже и подтвержденные случаи, и предположительные случаи проникновения вируса в наши северные районы. И под, так сказать, таким вот определенным воздействием вируса под вопросом оказались северные районы, такие как Верхоянский, Оленёкский и Момский. Но уже Альмеконский для нас район, в принципе, является районом промышленного освоения. Хоть и находится на севере, мы понимаем, что там в основном это был ковид завозной, связанный с рабочей силой, то Оленёкский и Момские районы, они, значит, непосредственно вот такой ковид у нас, который там возник, он опять же возник уже благодаря людям, которые приехали из города Якутска, ну и, соответственно, все меры, которые должны там приниматься. Хочу обратить особо на Верхоянский улус, на возникшие там определенного рода проблемы с ковидом, так как оно вызывало очень много вопросов, в том числе и в личку мне приходили вопросы, что же произошло в Верхоянском улусе. В Верхоянском улусе имеет место быть завозной случай, к сожалению, значит, непосредственно зараженным оказался один из сотрудников учреждения здравоохранения, поэтому и часть, значит, отделения больницы была перекрыта. Ну и непосредственно, значит, больница уже будет оказывать услуги не так, как она оказывала ранее, а уже, соответственно, значит, с определенного рода ограничениями. Но нужно обратить внимание, что пока не можем остановить движение по Нерюнгринскому району, но я думаю, что вот так же, как и по каждому из районов, там свои действия соответствующие осуществляются. На что еще бы я хотела обратить внимание, на то, что мы также продолжаем лечить как в инфекционных стационарах, так и амбулаторно. Очень много поступает звонков, связанных с тем, что амбулаторное лечение может быть чем-то хуже, чем, значит, лечение в инфекционных стационарах. Но я бы хотела сказать, что амбулаторное лечение, как и любое лечение, зависит от дисциплинированности больного, и нужно просто-напросто четко выполнять те предписания, которые дает врач, значит, перед тем, как лицу предписано, значит, соответственно, находиться на амбулаторном лечении и ограничивать свои движения. Как правило, на амбулаторном лечении мы оставляем, значит, в домашних условиях, либо в каких-либо иных, у нас есть определенного рода и амбулаторные стационары на территории республики, именно тех, у кого такое вот бессимптомное
возможно, где-то даже семейное подтверждение, такое течение заболеваний уже вот в одной определенной группе, которая может самоизолироваться. На что хочу обратить ваше внимание, на то, что у нас, особенно по городу Якутску, остаются серьезными вопросы, которые связаны с корпоративными небольшими очагами. Люди уже начинают все чаще и чаще говорить, что у кого-то сосед по, значит, там, по квартире, у кого-то сосед непосредственно по рабочему месту, да, значит, оказался в группе риска, оказался инфицированный или зараженный. Ну, общее внимание лишь только к тому, чтобы непосредственно соблюдать все правила, значит, самоизолироваться, ну и опять же маски, значит, соответственно, значит, мытье рук и все, что связано с санитарной обработкой, в том числе поверхностей. На что сегодня я бы хотела обратить внимание? Ну, у нас есть два события, которые у нас началось, прежде всего, значит, голосование по поправкам в Конституцию. Нужно сказать, что с санитарно-эпидемиологической точки зрения наши участковые избирательные комиссии готовы. Соответственно, если уже кто-то был на участках для голосования, то обратили внимание на то, что, значит, члены УИК, значит, и, соответственно, места для голосования обработаны соответствующим образом. И нами сделано все для того, чтобы подобного рода голосование, оно, значит, прошло в безопасности с точки зрения санитарной эпидемиологической ситуации. Мы готовим, значит, соответственно, ЕГЭ. В ближайшее время у нас пройдет пробное ЕГЭ. Много вопросов возникало и у вас в том числе по вопросу медицинских справок, на которые я бы еще раз хотела обратить ваше внимание. Сегодня все медицинские справки, которые непосредственно на территории республики действовали, они все продляются для работников до 6 месяцев. Никакой новой формы справки, которую можно было бы увидеть, например, сегодня о том, что там человек там не ковидный, да, или там человек не находился в зоне, ее просто-напросто еще пока по форме нет. Если бы она какая-то вот такая была, мы бы уже давно ее, значит, определили. Следующая справка, которую все ждем, это справка непосредственно, которую мы начнем делать нашим выпускникам. Я хочу обратить внимание, что сейчас мы делаем, значит, непосредственно, так как ресурсы наших все-таки медицинских учреждений, особенно на территории города Якутска, они у нас определены, четкая маршрутизация прописана. Буквально через некоторое время, как только детки сдадут экзамены, мы организуем все для того, чтобы в наших поликлиниках могли в том числе и 086-ю справку брать. Но нужно сказать, что с 20-х чисел, как мы и говорили, возобновился призыв, приняты все меры для того, чтобы более не допускать возникшие ситуации. И, соответственно, значит, хочу обратить внимание на то, что первая группа наших призывников, значит, сегодня ночью отбыла в город Хабаровск к месту своей службы. Ну и, соответственно, вот сегодня опять готовим новый призыв и, значит, дальше продолжаем призыв и выполнение одной из такой достаточно серьезных задач государственных, такой как, в общем-то, формирование, ну, исполнение конституционной обязанности, связанной со службой в армии. На что еще хочу обратить ваше внимание, на то, что, значит, достаточно много, иногда возникает вопрос, связанный, что в той или иной организации, еще раз к этому возвращаюсь, значит, значит, больной имеет место быть. Да? Еще раз обращаю ваше внимание, это возможно, потому что, как вы видите, ну, у нас достаточно много уже сегодня зараженных и больных. Задача, значит, не паниковать, самоизолироваться и, соответственно, значит, если нет температуры, то просто-напросто, значит, ждать врача. Если температура есть, то скорая приедет значительно быстрее. Ну и уже дальше потом отработает с вами по соответствующему алгоритму. Но у нас уже порядка 7 тысяч детей находится в районах республики, которые выехали с города Якутска. Всех их мы взяли, как мы и обещали, под медицинское профилактическое наблюдение. Ну и, соответственно, значит, вот отрабатываем все вопросы с этим связанные. Готова ответить на вопрос. Есть вопросы, да? Лучше написать тогда.
Я тут нажимаю на всяческие кнопки. Все, спасибо большое. Если ко мне вопросов нет, уточнений каких-то, то спасибо большое. До завтра.